На республиканской станции переливания крови работа идет в штатном режиме. Доноры на креслах, медсотрудники следят за процессом. Среди тех, кто сегодня сдает кровь, заместитель министра здравоохранения республики. Донором Елена Бударина стала 3 года назад. Я не считаю, что это именно сейчас нужно. Это нужно всегда, потому что кровь нужна каждый день. Это плановые операции, это не плановые, которые... И даже в связи с тем, что у нас пандемия, жизнь же не останавливается, поэтому это нужно всегда, ежедневно. С донорами здесь работают каждый день, чтобы запасы не снижались. В достаточном количестве сейчас имеется кровь всех групп – и положительных, и отрицательных. С недавних пор появился еще один вид доноров с антиковидной плазмой. Это люди, которые переболели опасным заболеванием, а после обязательно получили 2 отрицательных теста. Такую антиковидную плазму в условиях станции заготавливают ежедневно. Она сразу проходит этап вирусной активации, и это позволяет передать ее в лечебное учреждение для больного человека буквально на следующий день. Некоторые категории граждан мы, к сожалению, вынуждены отвести от донорства. Это люди, которые работают непосредственно с больными ковид, у которых есть прямой контакт. Это работники в основном медицинской сферы. И, конечно, мы соблюдаем дистанцию. То есть у нас доноры разбиты на несколько партий, чтобы не было большой скученности доноров. Да, критерии отбора доноров в связи со сложной эпидобстановкой изменились. Добавились и вопросы в анкете. Врачам нужно знать, был ли контакт с больным коронавирусом, выезжал человек за рубеж или нет, и было ли повышение температуры за последние 28 дней. Еще одно нововведение. Если раньше по субботам в Сыктывкаре на Театральной площади стоял мобильный комплекс, сейчас вся работа проводится на станции. Зато теперь не приходится ждать очереди на улице. По будням, а также каждую 2-ю и 4-ю субботу месяца всех желающих ждут на Октябрьском 59А. Только обязательно по предварительной записи через звонок или сообщение в группу ВКонтакте. Анна Зубарева, Олег Костромин, телеканал Юрган, Сыктывкар.